Ассаламу алейкум. Витаю вас, друзья. Сегодня 12 июля 2024 года. 16 часов 6 минут по Берлину и 17 часов 6 минут по городу Джохару. Друзья, я вас всех приветствую. Сердечно. Сердечно. Так, следующая тема, да. Как обычно, перед началом, пока вы все собираетесь, я вам и для истории сообщу о потерях русских террористов на территории свободной суверенной Украины. За прошедшие сутки уничтожено и ранено 1030 террористов, 9 танков, 23 боевые бронированные машины, 48 артиллерийских систем, 2 антиаэркрафта, 26 БПЛА, 5 ракет крылатых, 84 автомобильной техники и цистерны и 8 спецтехники. Слава Украине! Слава ЗСУ! Алейк салам, лайманаз, машуилом. Итак, пойдемте дальше. Как у нас с освещением, со звуком? Все нормально у нас? Так. Сейчас я тут... я же тут не настроил ничего сейчас. Алейк салам, Бергман. Машуэль, Шаверга. Саламу алейк, салам, справедливый человек. Итак, что я еще хотел перед начале вам рассказать. Так, привет, Саня. Привет. Классная у тебя кличка. Итак, мы все хотим, чтобы жестокая война России против Украины завершилась. Лучший способ добиться этого – укрепить Украину и ее военный потенциал с тем, чтобы власти страны могли вести переговоры с позиции силы и обеспечить победу Украины и ее выживание как суверенного, независимого государства. Российская оккупация Украины не принесет мира, а капитуляция перед Путиным не принесет безопасности. Чем сильнее будет наша поддержка, тем скорее закончится война. На заседании Совета НАТО Украины в ходе саммита НАТО в Вашингтоне союзники обязались продолжить поддерживать Украину. USA Mission to NATO. Вот такие вот дела. Друзья, мой сегодняшний стрим я озаглавил «Путин сорвался на ОР». Шок. Путин сорвался на ОР. Украина вступит в НАТО. Без сомнения, конечно же, Украина вступит в НАТО. Но, знаете, например, Израиль не является членом НАТО. Япония не является членом НАТО. И при всем при этом они являются военными союзниками Соединенных Штатов и чувствуют себя безопасно. На сегодняшний день я вообще нисколько не сомневаюсь, что Украина будет принята в НАТО. И Украина будет самым, может быть, одним из самых сильных членов этого блока. Так что, слава Украине, что еще тут можно сказать? Конечно, это куется нация, конечно, это через кровь, конечно, это тяжело, но украинцы, вы представьте, что было бы, если бы вам не помогали. Просто даже не нужно представлять. Посмотрите, что стало с нами, с чеченцами. Наша страна оккупирована. Все, кто сражался против фашистской России словом или делом, либо убиты, либо изгнаны, либо сидят в тюрьмах.
И никто в этом мире, никто не поможет. Никто не поможет. Да, если касается их, например, почему чеченцы топят за Украину? Потому что это нас касается. Почему топят страны Балтии за Украину, Грузия? Потому что это нас всех касается. Америка почему топит, почему Европа топит. Знаете, я вообще думаю, как будут развиваться события. Организация Объединенных Наций, она должна быть изменена, и потому что она не справилась со своей обязанностью, прямой обязанностью не допустить Третью мировую войну. Допустили, свершилась, идет уже Третья мировая. Причем она идет не сейчас, в Украине она идет. Просто уже мир подключился и понял, что вот этого дьявола, вот эту свинью бешеную нужно остановить. Она началась в 94 году, как только они напали на нас. Просто нам тогда не поверили. И из-за того, что не поверили, вот сегодня мы несем такие жертвы, такие потери несем. Да, конечно, это не стоило того, да, если бы стать сильной, великой Украина, которая будет европейской державой будет. Я в этом нисколько не сомневаюсь. Я не сомневаюсь, что оно того не стоило. Вот эти жертвы, вот пускай эта Украина не была такой великой, какой она становится, уже стала, не стоило она того. Да, но мы не выбирали, ни украинцы не выбирали, ни я не выбирал этот путь, конечно же. Это империализм. Русский империализм, большое зло, человека ненавистническая идеология, русизм, русский империализм. И я думаю, что в любом случае будет переформатирование Организации Объединенных Наций, так как она не справилась, как я уже сказал, со своей обязанностью не допустить Третью мировую войну. И Россия будет выкинута из постоянных членов Совета Безопасности ООН. И я полагаю, что вместо России туда войдет Германия. Я так думаю. Германия вкладывает сейчас колоссальные ресурсы в оборонную промышленность, помогает Украине, принимает огромное количество беженцев, приняли, по-моему, больше, чем сирийцев даже приняли украинцев. И Украина будет мощной европейской военной державой, которая будет очень в тесной кооперации с Германией. А Германия, так, на минуточку, это так, хорошая новость для украинцев. Одна из ведущих, или если ведущая европейская держава. Так что у вас, друзья, только самые крутые, и самые богатые, и самые передовые украинцы. Конечно, это какой ценой все это доходит, но происходит. Но таков брат оказался. Брат оказался вовсе и не брат. Это был развод, обман, вероломство, обычное вероломство. Поэтому я думаю, что ситуация еще будет какое-то время развиваться, и потом, в конце концов, наступит конец этой войны. И я думаю, этот конец войны наступит после выборов в Америке. После выборов Соединенных Штатов Америки. Посмотрим. Посмотрим. Так, давайте почитаю ваши комментарии, друзья. Так, Асан, здравствуйте, что думаете? Ничего не думаю, знать не знаю, знать ни о чем.
Байден сказал, что президент Украины Лилипутин. Да, была такая оговорочка, была такая оговорочка. Ну, это простительно, человеку уже столько лет и столько информации в голове. Причем он так аккуратно выкрутился, потому что Путин, есть такое еще выражение. Поэтому ничего страшного, не переживайте, ничего страшного. Так. Росомаха СВО, говорит, не страна, а республика, говорит. Росомаха СВО. Понятно, кого на СВО могут отправить. Ну, так называемую СВО. Ну, только таких необразованных товарищей, не буду тебя. И так ты, бедолага, ты не знаешь, что такое республика, понимаешь? Так, почитай в гугле, что такое республика и что такое страна. И тогда ты поймешь, какой ты лошок. Грузины себя по 8-м году показали, говорит. Конечно, показали. Так показали, что у вас самолеты летать перестали. Да, грузины вам показали. Marco Antonio Ribeiro. Hello, brother. May the peace of God bless the world. I'm from Brazil and we want peace in the world, okay? Не окей, Дион. Нам мир, конечно, всем нужен. Мир, Марко. Мир нужен всем. Но вам хорошо там в Бразилии хотеть мира, да? А нас здесь убивают, понимаешь? Уничтожают. Евгений пишет, а немцы отсталая страна с дохлой промышленностью. Евгений нам сообщает, что немцы отсталая страна с дохлой промышленностью. Можете себе представить? Это, наверное, поэтому ваш Лилипутин ездит на Аурусе, который запчасти поставляют из Германии. Это так, если не говорить про Мерседесы, БМВ и все остальное, которое заполонило ваши дороги. Про вашего первого миллиардера мы говорим. Да, у нас все тут загибается. Не стыдно, ничего вам не стыдно. Кто тебя уничтожает? Сидишь упитанный, чистенький. Ну, чистенький я не потому, что вы не против, а потому, что такой вот чистюля ты. А во-вторых, и ничего не упитанный. За последнее время потерял уже много килограммов. Да, переживаю. Марко, мы не должны вместе бороться. Мы должны бороться за мир, где нет тирании, где нет фашизма и русизма. Ну ладно, ты тут. Ну, немцы, конечно, скажут, Евгений, это не я говорю, это немцы говорят. Ну, немцы скажут, конечно, все познается в сравнении. Но вот те, кто тебе такое говорит, немцев, нужно отвезти в Россию, куда-нибудь, в Сызрань. И пускай месяцок поживет там.
Я тебя уверяю, он будет, все познается, как говорится, в сравнении. Он будет восхищен своей Германией. Просто, знаешь, даже жить в дворце иногда надоедает. Amen, I lots agree. Ясно, ясно. Ну, давайте почитаем в Телеграме. Ой, в этом говорю. В Телеграме у нас идет стрим еще тут. Спасибо тебе, Аслан, ты наш брат Чернев. А вы мои и русские, и украинцы в том числе, если что, чтобы вы понимали, да, чтобы тут не было такого, что я говорю всегда про имперцев. Так. 180 тысяч банкротств в Германии. Ты о чем? Германия идет топором ко дну из-за таких, как вы. Ну, конечно же, ситуация у нас военная, Третья мировая война, как-никак идет. И 180 тысяч банкротств, я не знаю, что здесь такого, что какие-то фирмы закрываются, какие-то открываются. Для огромной Германии 180 тысяч, да, может это больше, чем обычно. Но я тебя уверяю, что каждый год в Германии и так фирмы и закрываются, и открываются, даже умирают люди, не поверишь. Всякое здесь бывает, конечно же. И, конечно, экономика сейчас не на высоте, скажем так. Это когда и нефть, и газ все были и дешевле доставлялись от вашей фашистской русни. Но все ваше, то, что вот вы создавали для того, чтобы перекачивать газ сюда, в Европу, сюда, в Германию, в частности, это все у вас будет экспроприировано, то есть отобрано. И Германия себе за счет, то есть вот те убытки, которые она сейчас несет, она будет возмещать за счет вас, фашистской России. Но еще, знаешь, очень важно отметить, что вот эта топором идущая ко дну Германия выделяет колоссальнейшие деньги на беженцев, которые сюда приезжают, тратят на них. Выделяются колоссальнейшие деньги для Украины. И сейчас весь наш немецкий бизнес готовится, уже идут работы в этом направлении для восстановления Украины. Немецкая, как говорится, Deutsche Qualität самый лучший. И я думаю, Украина будет преображена по-новому уже. Да? Поэтому вы так-то особо за нас не переживайте. Мы как-нибудь тут справимся. Тяжело нам или трудно, или легко, это не важно. Вы думаете о себе. Только что я вам рассказал, о чем нам сообщил Генеральный штаб Вооруженных сил Украины. 1030 уничтоженных и раненых оккупантов. Вот и все. Делайте выводы. Так что вот такие вот дела. Так, куда вы все тут? Мы перемотали это все. Да, ему с Бразилии виднее. Фричкере, почему я не вижу вот этого чувака, которому ты ответил? Федор или как его там? Почему его не вижу я, а ты его видишь? Что такое? Что за... Ты его удалил, что ли? Фричкере, вот этот Фандор, что ли, убрал. Я убрал, он оскорблял. Окей. Ну, тут если оскорбляющих убрать, это все тролли, которые тут за деньги сидят в основном, да. Поэтому давайте почитаем комментарии.
Так, давай, Марко, ты идешь в баню со своим Путиным, да? Нам рассказывает бразильянец, ну, наверное, не бразильянец, обычный этот, потому что я отвечаю ему на русском специально, чтобы он якобы не понимал, да? А он вот берет нам и рассказывает, что вот он в Бразилии, и вот он знает про Путина, да? Второй день, говорит, я тут. Сергей, я уже 5-й год уже здесь сижу. Ты чё, какой второй день? Так, так, так. Когда будет мир, говорит. Когда русня признает свою неправоту и перестанет оккупировать чужие территории, вот тогда наступит мир. То есть после полного поражения фашистской России наступит мир. Потому что по-другому не понимают. Алейкум Ибраим. Ашуаль. А что вы хотите от России? Живите себе спокойно, никого не трогайте. Для чего вся эта пропаганда? Зачем забирать умы людей? Вот представляете, вы 5 лет занимаетесь тем, что пропагандируете. Да, Луис, совершенно верно. Что мы хотим от России, был у тебя вопрос, да? Ну, я тебе скажу, как чеченец, что я хочу от России. Это деоккупация моей страны, наказание, выдача преступников, совершивших геноцид, военные преступления, преступления против человечности, граждан всех национальностей Чеченской Республики Ичкерия. И компенсация за то, что вы нам натворили. Вот что я лично хочу. И я полагаю, украинцы захотят того же самого, и грузины захотят того же самого. И знаешь, еще даже американцы и немцы захотят, и другие страны, страны Балтии захотят, которые помогали Украине. Они захотят, чтобы все это им возместили. Знаете, победители не судят, есть такая поговорка. И вот эта поговорка, она работает, когда вы победитель. Когда вы проигравшие, у вас отбирают все, даже если вы правы. А когда фашистская русня не права, то, конечно, сам Бог велел возместить все, что она сделала. Надеюсь, вам понятно, что нами движет. Это убитые 300 тысяч наших граждан нами движут. И это гарантия безопасности для наших поколений, что ваша ублюдочная страна не будет больше нас убивать. Нам нужны гарантии, что наши дети и внуки не будут убиваться вашей ублюдочной, Богом проклятой страной. Понимаете? Вот и все, больше ничего не нужно. Найдите... Да ладно, бесполезно, что с вами разговаривать.
Рашисты, хватит бить по детским больницам. Да, совершенно верно. Фашистская Россия всегда ведет так войну. Вы, украинцы, только-только это сейчас начали это понимать. А мы, чеченцы, это знали отлично. Причем, когда они сами это делают, уничтожают женщин, детей. Вот, например, Вторая русско-чеченская война, когда начиналась, так было и в первую, Самашки были там, ну, полностью концлагеря по всей республике, там не только Чернокозово, как мне тут сказали, это самое известное, вот это Чернокозово стало. И так далее, и так далее. Вторая война, знаете, как началась? Русские террористы взорвали свои дома. Один дом в Дагестане, Буйнакске, 2 в Москве, 1 в Волгодонске. В Рязани, как известно, ФСБшники были задержаны местной полицией, милицией. И потом Патрушев сказал, что это были учения. В этот же день Путин сказал, что мы в сортире поймаем террористов и в сортире их замочим. И начались бомбардировки. Бомбардировки начались нашей столицы. И так далее, и так далее. Это так, чтобы вы знали, как русские начинают войну. И затем русские нанесли одновременно несколько ударов по центральному рынку. 200 человек сразу, там, тысячи раненых было, и 200 человек, по-моему, ну, просто уничтожено. Все, просто рынок огромный, под открытым небом, под открытым, под закрытым, такой вот был. И вот это все было просто сметено. Огромное количество трупов, огромное количество раненых, ужас просто был. Но это был не один удар, который русские одновременно нанесли. Одновременно с этим они ударили по главной автобусной остановке, ну, как это называется, автобусный вокзал, главный автобусный вокзал, который был в городе, тогда уже городе Джохаре. Третья бомба, ракета, попала в роддом, вот как сейчас по Киеву, когда ударили. 4-я же ракета попала в мечеть, где скопление больших тоже людей было. И когда им сказали, ну вы столько людей убили, что вы делаете? Они сказали, да нет, это там про остальные, про роддом, про больницу, про автовокзал, про мечеть. Они ничего не сказали. Кто у них там тогда был? Кто-то у них из пропагандистов тогда вещал. Тогда Пескова не было еще. Подождите, Зданович, по-моему, был вот этот, который взрывы домов прикрывал вместе с Патрушевым. Он сказал, что там склад был по продаже оружия, и произошла детонация какой-то взрывчатых веществ и так далее. Хотя есть и взрывы, и осколки ракет есть, и все. И никакого там склада с оружием не было. Да, там было место, где продавали оружие. Мы жили в свободной стране, и у нас имели право носить оружие. И мы были поствоенная страна, мы должны были еще все это, конечно же, как-то систематизировать и регламентировать. Но вот нагло вот такие вещи рассказывали. Теперь они рассказывают, что это украинцы сами себя бомбанули. Вот такая вот эта страна. Вот такая страна. И любой русский, который в России живет, неважно где, здесь в Германии живет, где бы он ни жил, если он разделяет эти ценности, то он должен быть готов разделить ответственность за эти убийства этих детей, за агрессивную войну против тех, кого вчера братьями называли. И я бы умер от стыда, от позорного стыда я умер бы, если бы, например, ингуши, наши братья, если бы мы их называли братьями, а потом раз... Да никогда в жизни не нападем на Ингушетию. Да никогда, да это же наши, да что мы с ума выжили. Конечно, это же братья. А потом раз в одно утро и неопознанные человечки захватили бы Ингушетию, я бы умер бы со стыда просто за эту подлость и вероломство. Поэтому любой русский должен от этого открещиваться, как мы открещиваемся от террористов Хамас, которые нам далеко не братья, никогда не были. Но нам то же самое предлагают, как некоторым русским. И ты вроде бы
ну, тебе пропаганда объясняет, мусульмане там, они же там страдают, там их там мучают, там Израиль их там притесняет, там третье, десятое. И как бы любой человек думает, ну вот там, ну, наверное, же не просто так, дыма без огня не бывает, значит, что-то есть в этом, и так далее, и так далее. А на самом деле далеко не так, абсолютно не так. Поэтому русским нужно разобраться в самих себе, не держаться вот за эту родоплеменные вот эти вещи, что это там мой сукин сын и так далее. И четко сказать, заявить, откреститься от этого. Это страшные преступления. Они не просто сейчас против Украины совершаются. Они все это время совершались против чеченцев. Причем все это время рассказывали, что чеченцы делают то, что делают русские. Басаев захватил город Буденновск, русская пропаганда говорит про роддом. Причем, когда Басаев зашел со своими ранеными в Буденновск, и русские обстреливать начали вот эту больницу, где находились заложники, он выпустил всех из родильного отделения, всех женщин, новорожденных, там, всех детей, выпустил. А российская пропаганда до сих пор нам рассказывает, что он захватил роддом. Ну, это так, чисто по-русски, чисто по-ГБшному. Поэтому Россия это делала. Россия является абсолютным беспримесным злом. Понимаете? И вы должны это понять. Вы гибнете, русские. Вы же должны это понять, елки-палки. Ну, сколько можно? Как можно к этому так относиться? Вы же должны понимать, вы погибаете за то, что вы верили вот этой пропаганде. Вы думали, вы великая какая-то нация, которую поднимает с колен Путин, и так топя чеченский народ в крови. Вы вот так это нам преподносили. Всему миру вы это преподносили. И из-за того, что вы, русские, россияне, не только русские, я всех туда, потому что уже там все вы уже там русские, и дагестанцы, и все остальные, которые там есть, и ингуши, и кадыровцы, и другие россияне, которые там есть, вы все были соучастниками, молчаливыми, одобряющими, соучастниками геноцида чеченского народа, и вы сами попали вот в эту ложь и в эти тиски, в этот капкан. Теперь абсолютно прямо прямым текстом сидит Федоров, Путина доверенный человек, депутат Федоров, и рассказывает, что уже 1,5-2 года войну не выиграть. Понимаете? Вы лохи, вы извините меня, но вас развели как лохов. И этому нужно положить конец, наверное. Нужно когда-то осознать, нас же уничтожают, нас же убивают. Может, нам пора перестать быть мясом, просто тупым, безмозглым мясом? Нет. Хотя уже все, уже перестают. Паника страшная, страшнейшая паника. Не знают, что делать. Была надежда, что сейчас Америка там внутри себя там поссорится и миллиарды не выделит. Надежда, как говорится, умирает последней. Но она была не у Путина и ФСБ, у Кремля, там, Патрушева. Не у них. Они знают. Они хотят утопить кровью. Знаете, когда была Вторая мировая война, говорят, один немец, пулеметчик, сошел с ума. Просто сошел с ума. Понимаете? За то, что вот на него идут вот советские вот эти красноармейцы, он их расстреливал. Причем высота, не имевшая абсолютно никакого стратегического значения. Их командиры посылали. Я убежден, то же самое в Украине происходит. И он просто сошел с ума. Убивать он просто не мог уже больше столько людей убивать. Человек просто не выдержал, психика. Вот таким вот макаром воевала ваша страна всегда. Понимаете? И сейчас она также воюет. И сейчас вы являетесь просто расходным материалом. И Путин надеялся, что украинцы и американцы сойдут с ума, надеется до сих пор, сойдут с ума, убивая вас. Понимаете? Но там проблема того немца была в том, что он напрямую видел
кого убивает. А сейчас украинцы издалека бомбят, хотя дроны они видят, я думаю, психика у этих парней очень мощная должна быть. Атакуя дронами, видеть, как все это происходит, конечно же. Ну вот такие вот вещи. Вот такие вот дела. Так, в смысле вас не резали? Что ты имеешь в виду? А вас не резали? Вот смотрите, абсолют бесстыжие говорит, вранье, РФ не применяла ракету против больницы. Именно вы занимаетесь пропагандой. Говорит. Тогда скажите, ответьте на один вопрос тогда. Как так получилось, что ваша страна заявляет, что она наносила удары? Ваш Песков сказал, что они наносили по больнице, они не били, а наносили и что успешно достигли цели. Зафиксировали, да, момент? И в это же время, по какому-то странному стечению, в одно и то же вот одновременно эти удары происходят. По Киеву, по другим городам, ну, по другим городам в другое время. А тут вот мы видели эти съемки. В одно место прилетает, в другое место прилетает, и в больницу прилетает. Скажите мне, как так получилось, если это была не русская ракета, значит, это должна быть украинская ракета. Как так получилось, что ракеты вылетели и попали, и это вы признаете, что в другие места попали. А вот в больницу, как тогда украинцы умудрились эту ракету запустить так быстро, одновременно, секунды, интервал, секунды. А? Как так получается? Вы наглые лжецы. Украине нет необходимости бить по своей больнице. Понимаете? Это самоубийство. Во-первых, таких людоедов в Украине не найдешь. Они все на российскую сторону перешли. Самоубийство должно быть, я не понял. Это должен быть президент самоубийца, сырский самоубийца, министр обороны самоубийца, все силовые, потом кто расследует, прокуратура, следствие, там СБУ, все должны быть самоубийцы, правильно? Чтобы показать что? Показать что показать? Что вы убийцы, что вы террористы? Да и так все знают. А я как чеченец, в отличие от других, знаю, кто вы такие. То есть, как чеченцы, мы знаем, кто вы такие. Это вы нам, знаете, вы одели маску, когда Советский Союз развалился, вы одели маску демократов, поборников прав человека, защитников прав человека. И вы нам открыли свое вот это бандитское мурло. Открыли. Мы кричали всему миру, смотрите, это людоеды, это зверье, бешеное зверье, как вас Путин сам правильно назвал, тех, кто взорвал дома. Бешеные звери вы, понятно вам? Русисты, русские империалисты, вы бешеные звери, вам плевать на взрывы своих граждан, домов, которые Путин взрывает. Вам плевать на убийство женщин, детей, больниц расстреливать, вам плевать. Вас это возбуждает, вы этим гордитесь. Ну, не об этом речь. Дело в том, что одновременно с этой ракетой, с вашими российскими ракетами, никак не может Украина запустить. Ни в моральном, ни в психологическом, ни в физическом плане она не может этот удар нанести. Одновременно, чтобы он произошел. Он должен быть или один-единственный без вас, или он должен быть чуть попозже, после вашего, якобы от вас. А тут одновременно все мы видим. Падали это все. Слава Богу, есть видеозаписи. Но даже без этого понятно, кто вы. Дело в том, что мы знаем, это ваш метод ведения войны, это ваша тактика. Вам нужно вселить ужас, вам нужно запугать людей. И вы знаете, что это работает. Понимаешь? Я знаю, это работает. И вы это знаете, что это работает. Потому что нужно убить как можно больше самых незащищенных, самых слабых, детей, больных, инвалидов. Вот вы и так воюете, понимаете? Вы и так воюете. Поэтому для меня ничего нового в этом нет. Конечно, некоторые украинцы, может, там еще питают иллюзии, что вот вы там
не бьете. Хотя после этого, опять же, проходит время, и потом появляются голоса, ну, может, нет, не так, они не такие. Нет, такие. Это ваш метод ведения войны. Вы фашня. Фашня, самая настоящая. К большому сожалению, так получилось. Так, давайте дальше. Любава, ты такая добрая, тебя первого к стенке, говорит. Да я, конечно, не сомневаюсь, Любава. Даже не могу тебя женщиной назвать. Какое-то непонятное существо ты, да, с первого к стенке меня ставить за то, что я говорю правду, и в том числе русским, на русском языке. Ты за это меня к стенке ставишь? Я не сомневаюсь, что вы мечтаете об этом, да, но, увы и ах, да. Окей, Зейк. Они не били намеренно, случайно. Алан, ну ты, наверное, осетин, наверное, да? Ты тоже так пытаешься оправдать. Ну, не знаю, по нику я предполагаю, может, ты осетин. Что они били не намеренно, а случайно. Ну, неправда, неправда. А тебе, как осетин, если ты осетин, надо вспомнить Беслан, как расстреливали из огнеметов, из танков женщин и детей. И тогда у тебя отпадет вопрос, намеренно они били или нет. Не намеренно они били намеренно. Не намеренно они не били. Они били намеренно. Так. Сергей мне тут опять кадыровцами угрожает, ну, пророссийскими чучмеками угрожает, да, понятно. Я, знаешь, Сереж, я тут уже делал отдельно, вырезал видео, даже выкладывал, здесь у меня, кстати, есть, почему вы угрожаете нам, чеченцами. Знаешь почему? Потому что морально, ментально вы понимаете, что мы вас не боимся. Понимаешь, вы вот это, и вот эти ваши зверства в Чечне объясняются именно этим. Вы из-за страха перед нами убивали какого-нибудь подростка, старика, инвалида, женщину, и этим наслаждались вашей вот этой безнаказанностью, могуществом над жертвой. И, ну просто, наверное, немножко должно быть вам стыдно, что вы такие, что грозитесь, у вас русского витязя не нашлось. Я вырезал, очень популярное это видео, там на другие каналы перекачивают. Люди поняли, что я хотел сказать. Просто, ну, должно быть немножко, наверное, стыдно, убив 30% наших граждан, оккупировав нашу страну, посадив нас, убив, там, я не знаю, дискредитировав, оболгав, все сделать, вы все равно продолжаете нас бояться. Вы не угрожаете мне русским витязем, угрожаете каким-то подхолопным. Да мы не боимся ни подхолопных, ну, вас вы сами понимаете, что не боимся.
Ва алейкум салам, Узбекистан. Ва алейкум салам. Так, давайте почитаем, что тут настрочили. Так. Алаш говорит, они взрывали свои же дома, чтобы найти причину начать войну против Чечни. У них сущность такая, натура кончена. Да, и знаешь, эту причину они искали, Алаш, не только для внутреннего потребления, для внутреннего она тоже нужна была. Хотя, когда поймали с поличным в Рязани ФСБшников, великий русский народ спрятал голову в песок и сделал вид, что он ничего не понимает. А великие русские витязи, воины, так называемые, пошли топить в крови не тех, кто взрывал их женщин, детей, а чеченцев, где можно награбить там видеомагнитофоны и поношенные, попользованные унитазы. Вот какая великая русская армия и великий русский завоеватель. Вот они какие. Самое интересное, первый дом был взорван в Буйнакске, Дагестане. Это было сделано для того, чтобы, во-первых, дагестанцев поднять, чтобы они были мотивированы, военные дагестанские. Их мотивировать не надо. Это шавки, которые за деньги мать родную продадут. Но и они показали, что после взрыва дома в Буйнакске с семьями военнослужащих, дагестанские военные после этого не имеют права вообще показываться на людях по кавказской традиции. Где-то должны спрятаться и сидеть, отрастив бороду и накрывшись шляпой. Это было сделано для того, чтобы связать связать его со спасательной операцией чеченских добровольцев во главе Шамиля Басаева, который пришел спасать дагестанцев, даргинцев из Чабан-Махи и Карамахи, которых русские уничтожали. То есть своих российских граждан они уничтожали. Затем 2 дома были взорваны в Москве. Это, как мы знаем, для Москва, столица, журналисты, иностранцы, все в Москве. Это как бы делалось для того, еще говорят, 3-й взрыв должен был произойти в Москве. Дом должен был быть взорван. Ну, как что-то там не получилось у террористов из ФСБ и не взорвался этот дом. Об этом Трипашкин рассказывал, кстати говоря. Это дело сделано было для резонанса, чтобы об этом больше людей узнало именно в Москве. Следующий дом был взорван в Волгодонске. Волгодонск находится в 16 километрах, взорванный дом находится в 16 километрах от ядерной атомной электростанции. Атомная электростанция самая близкая к Европе, Ростовская атомная электростанция. Это было сделано для того, чтобы запугать Европу, Запад, смотрите, чеченские террористы. То есть не то, чтобы даже запугать, а своей агентуре здесь на Западе, здесь в Европе, дать основание о чем-то говорить. Если мы сейчас не остановим этих чеченских террористов, исламистов и каратистов, то они взорвут атомную электростанцию, это будет катастрофа для всего-то, для всей Европы, там, 3-10. А катастрофа еще будет в Европе. И те, кто тогда соучастником был вот этого путинского терроризма, путинского ФСБшно-патрушевского терроризма, они несут ответственность за то, что сейчас кровь будет литься, и теракты будут, и мощные будут, ну, если получится, конечно, и убийства будут здесь, в Европе. Это был такой ужас, страх, взрыв дома в Волгодонске. 4-й дом, это уже 5-й дом, который должен был быть взорван в Рязани,
должен был быть взорван для того, чтобы там самое большое количество воинских учреждений, где выпускаются офицеры, там 3-10, десантники, там рязанские, там 3-10, ну, всем это известно. Это самое большое в России, самый большой такой вот этот военный, вот этот гарнизон, можно сказать. Так вот, когда они задержали ФСБшников, русские воины не стали, не были потрясены этим ужасным злодеянием. Представьте, эти ваши русские воины, россияне русские, кто живет, посмотрите на своих вояк, на дагестанских вояк посмотрите, которых женщин, детей взорвали, они это схавали просто, потому что они никто. Если бы они были хоть каплю мужчинами, и хоть капля у них кавказского оставалось бы, они бы это не проглотили. Они русские офицеры, русские солдаты, самые настоящие. Потому что вот эти русские солдаты из Рязани не обратили внимания, так же, как и дагестанские русские солдаты не обратили внимания, а пошли топить в крови чеченцев. Вот вы кто, понимаете? Вот на этом можно ставить точку. Больше даже не нужно про ваших воинов, вояк говорить. На этом можно поставить большую жирную точку. Аморальный, безнравственный, абсолютно непригодный ни для чего, кроме как вот дать ему вот эту палку и давай иди там штурмуй куда-то, что-то делай. Абсолютно безвольные, аморальные, лицемерные, циничные, алчные, подлые, коварные и вероломные. Вот российская армия, которой уже фактически не осталось, которую украинцы успешно демилитаризировали. Осталось теперь деимпериализировать фашню российскую, и все, и наступит мир во всем мире. Я чеченец, финансирую чеченских украинских бойцов дронами. Я гражданин Нидерландов. Борзюко, борз. Большое тебе спасибо за то, что ты делаешь. Давайте еще ваш комментарий почитаем. Привет, Америка, Аслан, привет, белый цвет, привет. Это пишет, где это было? Потому что русские взорвали дагестанские семьи военных, а ваши даги-солдаты поджали хвост, говорит Арон. Ну, совершенно верно, Арон. Более того, из самых жестоких, самых коварных убийц на территории нашей страны во Вторую русско-чеченскую войну были именно военнослужащие Дагестана. Их взорвали, их женщин, детей, их коллег женщин, детей взорвали. Они были самыми жестокими убийцами. Все были жестокими. Но дагестанские военные отличились. Видимо, нужно было лизнуть так, чтобы доказать, что мы настоящие русские офицеры. Доказали, Дион. Доказали. И мы запомнили. Дагестанские военные. И мы запомнили, поверьте. Валла билла, так запомнили,
что настанет день, когда в вашу дверь по одному каждому будут стучать и говорит: пожалуйста, выйдите-ка, у нас к вам есть пару претензий очень серьезного характера. Дал мула. Так что помните, бичье фашнявое, помните, что к вам мы придем, нету ничего, никогда, чтобы чеченцы забывали кровь, которую сделана. Да, мы можем не знать убийцу и так это оставить, но если мы знаем, кто является убийцей, пускай пройдет 3 поколения, мы постучим в дверь. 3 поколения проходит, мы стучим в дверь. Ага, где он? Вот, Анджор Джумаев, смотри, ты этот флаг какой поставил? Это у тебя флаг Ичкерии? Или это флаг вот этой какой-то там страны? Ты живешь в США или в Америке, говорит. Да. Даги тоже не правы, что не поддержали Ичкерию, говорит Волк. Нет, они имеют право не поддерживать. Пожалуйста, не надо поддерживать. Если ты не хочешь быть свободным или не хочешь, чтобы чеченцы жили свободными, ну не поддерживай, пожалуйста, твое право. Но убивать женщин, детей, например, генерал Гаджиев у Русмартане пленил одного нашего бойца, привел его беременную жену, разрезал ему живот, и ее голову туда макал, ему положил его на стол, разрезал, и туда жену, беременную жену, макал эту голову туда. И это только один из эпизодов, которые дагестанцы отличились. Это дагестанские военные были в эту войну особо жестокими. Видимо, нужно было выслушать, видимо, они злые были, что дома взорвали русские, и они боялись, что их тоже взорвут, женщин, детей. Видимо, поэтому они так выслуживались. Ничего, мы запомнили. Да, это была Айза Газуева, а она взялась потом взрывчаткой, подошла и взорвала к чертовой матери эту свинью Гаджиева. Я надеюсь, горит аду эта свинья. Так, пойдемте дальше. Да, кстати, глава Дагестана Меликов воевал в Чечне против чеченцев, если не ошибаюсь. Абсолютно так. И глава Дагестана воевал, и глава Ингушетии воевал, и все они воевали против нас. Конечно, все воевали. Все. И если ты не воевал, ты ни один пост не занимал. Да, всех повязали кровью. КГБшники, Путин с Патрушевым. Справедливый человек. Какие поезда грабили из Дагестана? Ты что несешь вообще? Что за бред ты несешь? Это ваши русские спецслужбы этим занимались. Вы выгоняли дагестанцев с чеченских земель, ты говоришь. Каких дагестанских селений мы выгоняли? А? Ты вообще-то, что-то, мне кажется, попутал, да? Немножечко. Каких дагестанских? Где в дагестанских селениях живут? А?
Дагестан, может быть, это были наши дома, в которые вы заселились и до сих пор вы не освобождаете? Может, ты про это говоришь, да? Поэтому дагестанцы нас не поддержали. Да не нужна нам ваша была поддержка. Тот, кто поддержал, огромная благодарность. Это вы для себя делаете. А? Дело же не в том, что вы поддержали, нет. Дело в том, что вы людоедствовали на нашей земле по приказу русских. Понимаешь? Хуже кадыровцев вы были. Хуже всех вы были. Хуже русских вы были. Понимаешь? Стыдно надо сказать. Я извиняюсь, надо сказать. Да? Сидишь. Ладно, давай, давно ты уже бан напрашивался. Давай я тебя забаню. Давно раскрылся, нутро раскрылось, да? Баркал, Анзор, Баркал. Ну, уже должен появиться наш. Кстати говоря, вы вот эти поборники там Хамаса, там ненавистники, антисемиты, ненавистники евреев, я хотел бы вам вопрос задать. У вас, например, там, Кадыров, миллиардер, там, третье, десятое, там, сидит, там, у него миллиарды. Есть другие миллионеры, миллиардеры, чеченцы. И почему-то только еврей, Сергей Брин, да, его зовут, создатель Гугла, почему-то он позаботился о нашем языке и его спасает. У вас никак не приходило вам в голову, почему Сергей Брин и Google спасает чеченский язык, а? А не как русские. Какое дело вообще американцу еврейского происхождения с Украины до нашего языка, которого там 1-2 миллиона, может, наберется. Вот задайтесь этим вопросом. Почему еврей спасает, Google спасает, американец спасает наш язык, а? Кстати говоря, что-то я тут прочитал и вспомнил этот момент. Думал недавно, как это так, короче. Тут антисемиты, вот там Америка там убивает мусульман, вот там это делают, третье делают, десятое делают. А где эти мусульмане, разве мусульман не убивают? Или христиане не убивают христиан? Убивают. Вот так вот устроено человечество, все убивают друг друга. Только когда убивали нас, не было ни этих мусульман, ни этих арабов, никого. 100 человек максимум было арабов, несколько сот было наших соседей, и все. Несколько сот, несколько тысяч погибло, конечно. И дагестанцев погибло, и кабардинцев, и карачаевцев, и черкесов. Всякие были, воевали. Это, конечно же, это все герои Кавказа. Это наша и каждого народа отдельность по отдельности. И в общем, это наше достояние, это наша гордость, эти люди. Так. НАТО самый большой агрессор, потому что они бомбили Сербию, оккупировали ее Косово. Косово они спасли, это одно из самых лучших достижений, которые сделали НАТО. А вообще НАТО это самая большая правозащитная организация. Понимаешь, самая большая, самая мощная правозащитная организация. Если бы не НАТО, то вы вообще бы от рук отбились бы. Фашня руснявая, вы от рук отбились бы.
Дику, долбоастом. Аму. О, как хочется. Вот это вот, да, сейчас я тебе скажу. Вот, давай. Бум, бум, бум. Вместе иди со своим этим, да. Так, настырно, да, настырно, надо кусок вырезать. Аслан сказал, побежали, флаг подняли, Аслан сказал, давайте покажем всем. Алилая. Думаешь, душу дать. Дал дни действия лет квеллан. Хотя объяснение, я хочу поведение. Так. Да, показал. Он давно здесь ошивался, делал вид, что он нормальный. Но было понятно, что он не просто здесь сидит. И рассказывает, вместо того, чтобы извиниться, говорят, да не поддержали, потому что вы нас из домов выселяли. Я что-то не помню, чтобы мы кого-то из дагестанцев выселяли. Я помню и знаю, что до сих пор наши территории сидят, и ни один не возмущается и не говорит, вы чужие дома занимаете, освободите чужие земли, дома. Никто не говорит. Так, число провокаторов, имперцев в чате катастрофически растет. Ну и пусть. Долой Российскую империю. Амин. Ливан Кочарау. Приветствую вас. Манжоба Геннадзваля. Так. Кумыки вам все вернули после высылки. Джонни Депп. Ну, с кумыками вообще отдельный разговор. Кумыки всегда были частью нашего сообщества. Много веков уже. Ну и вообще делить на национальности не надо, конечно. Я имею в виду вот россиян с Дагестана, которые были. Почему помогали, мы выселяли? Ну, ложь, абсолютная наглая ложь. Скажи, о Боже, благослови Америку. О Аллах, благослови Америку. Пойдет-то так? Аслан, ассаламу алейкум. Хаймарс свое дело знает. Додавят Ваньку, как думаешь? Алейкум ассалам. Конечно, додавят. А куда деваться? Конечно, додавят. И Хаймарс это еще такие... Есть томагавки уже. Нам тут в Германию поставили томагавки. Короче, все нормально. Ну, если учитывать, что война, конечно. Мек что, Арзимов? Мек что? Ноунейм. Ноунейм. Ты, наверное, ноунейм хотел написать?
Ой, вы тут так все меня любите, да, что вам дома не сидится. Пишут и пишут, пишут и пишут. Прям так. Мы... Я вижу, ты больше всех ненавидишь дагестанцев, говорит. Нет, Расул, я дагестанцев не ненавижу. Я ненавижу тех, кто нас убивают, и ненавижу лицемерных ублюдков, которые служат фашистской русне. Понимаешь? Больше всех ненавижу дагестанцев. Им объясняешь, да вы нас убивали, мать вашу, ублюдки вы. Вы нас убивали, вы самыми жестокими вояками там были. Ты ненавидишь Дагестан. Чего же вы, мрази, прячетесь за дагестанцев? Не прячьтесь, вы же русские воины, да? Будьте открыты. Я говорю про воинов, а вы как Путин, да? Как... не хочу сейчас переходить на вам понятный язык, да? Очень следовало бы, да? Что там с очками? Что тебе там не нравится? Да, что-то они перекосились, да? Ну ладно, пойдет. Так, дайте комментарий хоть найти какой-нибудь. Ну сколько можно дать? Ну сколько можно так атаковать? Ладно, ладно, уговорили. Вы долго шли к этому, да? Молодцы. Молодцы. Опа, что случилось? Что случилось? Куда делись? Что случилось? Куда делись? Вот и что и следовало доказать. Подавляющее большинство это были тролли. Так надо, говорит, уничтожить Украину со всем НАТО. Какого черта нам Посейдоны? Пора их применять, чтобы в корне выкорчевывать зло, говорит Маро Григорян. Дело в том, что Гриша, Григоряшка, дело в том, что вы бы, конечно, с удовольствием уничтожили. Так вот, нет у вас этих Посейдонов, не хватает вам селенок, понимаешь? Бегаете там у Северной Кореи, у китайцев выпрашиваете. Нету, понимаешь? Это все было сказками, фейком. Это был обман, понимаешь? Был обман. Добрый Джуиш, шалом, шалом Израиль, шалом алейхум.
Так. В Ютубе есть видео, где представители разных национальностей заявляют: я татарин, русский, чеченец, еврейка, русская. Так что русские это преступное террористическое сообщество. Ну, фактически, ну, на нацию не будем полностью переключать, но русские империалисты, да, это преступное сообщество. А за что уничтожить? Чем украинцы лично ему сделали? Украина самая гостеприимная, говорит Олдбеня. Да, совершенно верно. Но это не важно, понимаете? Если если русский империализм захотел вас съесть, то не имеет значения, виноваты вы, не виноваты, брат ты родной или сводный, или просто сосед хороший или не очень. Не важно. Так захотелось им создать новую великую Россию, понимаете? Дело в том, что Россия так устроена, это генетический код России, это суть России, это идеология России, русизм, человека-ненавистническая идеология, понимаете? Россия, она империя, расширяется, причем самая жестокая за всю историю, как она шла с татаро-монгол, там, с Византии, вот она продолжает такой оставаться. И те же методы, и все то же самое. Понимаете? Им нужно кого-то постоянно порабощать, убивать, грабить, да, и вот создавать из этого элиту вот этих убийц. Создается новая элита. Захватывается, например, оккупируется Ичкерия, берутся вот солдаты. Вот они сколько, 20 лет, да, сколько, 15 лет. Готовились к этой войне, подготавливали чеченцев. И никакой работы в Чечне не было, ничего, просто поставили на грань выживания всех. И люди не только из-за денег шли туда. Дело в том, что если хоть кто-то в вашей семье там, воевал против России, да, вот как сейчас украинцы, ну почти все принимают в этом так или иначе участие. Также и чеченский народ, просто без призыва, без ТЦК, добровольно все это происходило. И если у вас кто-то из членов семьи оказался, особенно если это какой-нибудь отец, дядя, там, близкие родственники, то автоматически вам другого выбора нет, потому что вас постоянно забирают. Для этого специальное давление оказывается, на такие семьи особенно. Особенно если кто-то из семьи воевал против фашистской Руси, брать такого человека к себе, это значит дискредитировать то, что делал их родственник, который погиб там или по какой другой причине, там, может, выехал, сидит, еще что-то. Показать, что, ну, смотрите, даже в семье не уважают то, что делал вот этот человек, да, он там сражался, погиб там, еще что-то случилось, а его племянник, его сын идет служить фашистской России. И тогда все видят, у всех складывается впечатление, что, значит, отец был, ошибка была там, не на правильном пути было, даже если в семье не поддержали. И доводили до такого состояния, что одного члена семьи ты отдаешь в эту полицию, вот в эти структуры, чтобы тебя не трогали, других твоих детей не трогали. Понимаете, вот доводили до этого состояния, подготавливали, другой работы нет, заваливали кредитами, да, все, у тебя кредиты, тебе уже не сбежать, потом ты уже как бы породнился, подружился, в коллективе ты уже, да, годы идут, да, они изначально, конечно же, ни один чеченец не мог позволить себе это сделать, да, ну, ради выживания это можно объяснить. Но ради денег, ради того, чтобы там не работать на стройке, еще что-то, это никак этому нет объяснения. Это значит, у человека внутри не сидит это, что он не видит убитые 300 тысяч своих сограждан, он не видит их своими. Понимаете, он их не чувствует, боль эту, ему плевать, у него нету вот этого, да, если бы убили бы его, если бы я убил бы у них 300 тысяч вот у этого человека, он бы днем и ночью, или одного, он днем и ночью на меня охотился бы. А русским он простил. Ну, проходит время какое-то, подготавливаются и бросают дальше, на следующую войну. То Грузии пугают, в Грузию закидывают, хотя они там роли не играли, но зато запугивали
показывали, то, вот там показывают, что это чечено-грузинская война. Не армия российская вторглась, напала на Грузию, а чеченцы напали. Вот так представляли. А с той стороны грузины, которые либо ненавидят нас просто, либо они просто подыгрывают русне своей родной, они тоже поддерживают, чеченцы там туда-сюда и так далее. И то же самое должно произойти было в Украине. Украинцы должны были, аж то же самое произошло с луганчанами, донбасчанами, с крымчанами, которые тоже пошли и сказали, вот мы с Россией хотим быть и так далее, и так далее. Они первые были уничтожены. Вот так она, империя, работает. Она набирает новых и идет дальше, набирает новых, набирает новых оккупированных солдат и идет дальше. На оккупированных территориях новых солдат идет дальше. Вот такой вот метод. И таким образом Россия, власть в России, она отвлекает внимание от внутренних проблем. Понимаете? Ведь когда они нападали на Крым, забирали Крым, то, помните, это в 2014 году было, а в 2011-2012 году были вот эти выборы, а в 2011-2012 были митинги, Навальный, там Собчак, там кто там еще был. Они все выходили там, что-то там. Выходили-то не они просто возглавили и как бы слили, фактически слили этот протест. Хотя нужно было не сливать, а идти просто на Кремль. Просто встать на Красной площади, разбить палатки, как украинцы разбили, и попросить Владимира Владимировича покинуть свой пост, уже засидевшийся. Уже 2 поста, 2 срока отсидел, Медведев отсидел, и следующий снова Путин пришел на эти выборы. Вот не было бы жертв более 100 тысяч, более 350 тысяч, как недавно сказал Байден, убитыми и ранеными, не было бы 550 тысяч, как нам сообщает ЗСУ, да, там, в силу разных подсчетов, цифры могут варьироваться, но колоссальные потери, колоссальнейшие просто потери. Они почти уже дошли до уровня в 2 русско-чеченских войнах. Или почти дошли, или уже дошли до уровня. Потому что по некоторым данным от 75 до 220 тысяч русских террористов, российских террористов уничтожено на чеченской земле. От 70 тысяч до 225 тысяч. Если взять середину вот этих 2 цифр, разброс такой большой, потому что наш историк один говорит, что 225 это может до 225 быть, а русские сами признавали 75 тысяч. У меня на YouTube-канале есть это видео, где русские в новостях об этом, в одной из передач об этом рассказывают как раз. Ну, если брать середину этих цифр, да, не то, что берет там чеченский историк и российская пропаганда, взять половину, 150 тысяч убитыми, только убитыми. Всего 5 миллионов полиции, военных, там, ФСБ, МСБ путем ротации прошло через Чеченскую Республику. 5 миллионов человек. Нужно это было России? Нужно, потому что Россия, она не ценит человеческую жизнь. Ей только власть есть. Вот ты сидишь в этой власти. Прям представьте, какой президент может сказать такое о своих воинах, которые гибнут. Что типа он погиб, там умрет, погибнет, там герой, он собрал этих матерей, когда этот Лилипутин. И говорит, что погибло, а что было бы, говорит, ну, дед бухал бы там, спился бы, умер бы, ну, приблизительно, смысл, передаю его слов. Какой президент, какой глава страны, государства, народа может заявить такое? Просто задумайтесь. Это в порядке вещей, ни матери не возмущаются. Чем бухает где-то там в деревне под забором, лучше он долг родине отдаст. Какой долг, правда? Я не понимаю, какой родине, может, лично Путину там что-то он должен был. Ну, лучше бы он бухал бы у себя где-то в деревне под забором, да, он тогда меньше угрозу для людей представлял. Ну, бухает и бухает человек, его личный выбор. А тут с автоматом приходит, там, бучу устраивает, вырезает там женщин, детей, насилует, грабит. Это что? Это вот такая вот Великая Русская империя. Вот такая она вот.
И нужно было дальше завоевывать, идти дальше, дальше, дальше. Теперь остановили, остановят, дальше будут останавливать. Буча только первая, Херсон был жесточе, ну, еще жестче, да? Я абсолютно верю, знаю, даже можете мне не говорить. Конечно, Буча это только то, что вот попало в заголовки. То же самое у нас было там, например, в Самашках, Самашки, там просто оказались журналисты и стало это большим, да, там ужасно, что они вытворяли, но это был не единственный случай. У нас там Самашки, Алды, Катыр-Юртов, любой населенный пункт, каждый населенный пункт, вот Старой Сунжи, Дубиюрти, где только вот русские куда приходили, там везде кровь, убийство, насилие, жестокость. Невероятное просто по своему цинизму. Русизм это духовная скрепа. Да, Георгий, абсолютно. Это их скрепа. Кто вы по национальности? Я чеченец. Так, русские никогда не были свободны, поэтому они ненавидят свободных чеченцев и украинцев. Да, враг номер один, совершенно верно. Слава Ичкерии Украине, два свободолюбивых народа из бывшего СССР. Героям слава. Валейк салам тлек. Слава Украине, Алла Казахстан. Тлек эрген. Алла Казахстан. Так, Ахмад Силас к нам зашел. Я же вам уже сказал, не Ахмад Силас, а Хож Ахмад Силас. Вы уже должны поменять-то, все уже. Да, Рабы бывают разные. Бывают временно порабощенные, мечтающие, борющие за свою свободу. А бывают конченые рабы, мечтающие о порабощении всех свободных вокруг. Да, есть насильное рабство, когда тебя насильно в тюрьму сажают, в рабство угоняют там и так далее, и так далее. А есть добровольное рабство, когда тебя отпускают. Ведь что было на России, когда было так называемое крепостное право, я не знаю, какое может быть право у крепостных, если вас меняют на щенка борзой породы, на собачку меняли людей. Это на России было, это известный факт. В газетах давали в Санкт-Петербурге, в газетах давали объявление, что меняют там одного крепостного, одну душу на гончую или там на какую-то там собаку, на борзую. И отменили крепостное право, да, в 61-м, по-моему, году, в 1861. И когда отменили крепостное право, им дали свободу. Дело в том, что свободу-то дали, а больше ничего не дали. И люди, которые вчера были рабами, которые работали за еду и за жилье, где они там в землянке где-то у себя проживали, или где-то в избушке, вот эти люди, получив свободу, лишались проживания на земле, в этих землянках или в этих хибарах, в которых они проживали, и они их переставали кормить. И эти люди возвращались и становились батраками. Батрак, появилось такое понятие. Это был тот же раб, но только который не получал, он должен был платить сам за питание и еще за это. Вот такое вот было освобождение от рабства. Абсолютно безграмотные люди, и Ленин туда пришел, им принес идею немца Карла Маркса и сказал, что мы вам построим справедливое общество, справедливое государство мы построим. Насколько оно было справедливым и насколько оно было
милосердным и человечным, мы все увидели и знаем из истории, знаем и из рассказов наших отцов и дедов знаем. Так, вот такие вот, да, дела. Добровольное рабство, холоп, да, да, вот это были добровольные рабы, батраки, холопы. И ничего не изменилось, самое главное, ничего не изменилось, понимаете? Они как были, такими ментально остались. Проблема русского народа, вот самая главная проблема русского народа заключается в том, на мой взгляд, в том, что у них нету корня. История для того, чтобы вот этот народ, масса, это же не один русский народ, нет такого понятия, русский народ, русский язык, это искусственное образование, как, например, американский народ, где собирались свободные люди. Здесь же ровно наоборот, ну принцип такой же, собирались разные народы, но только насильно их собирали. И навязывался язык, искусственно создавался русский язык, ну и так далее, и так далее. И вот эти люди между собой пытались, ну, как бы сосуществовали все вместе, развивались там, строили новое какое-то будущее, но при этом у них не должно было быть истории, потому что если у тебя есть история, там, например, такой-то Чудь, Пермь, там, ну, разные народы, народности, которые проживали на территории, которые завоевывались, вот эти, причем они были очень отсталые, некоторые из этих народов, некоторые были очень развитые, некоторые были очень отсталые, уступали вот этим завоевателям вот этой империи. И вот они, для того, чтобы их управлять ими, их из памяти вытравливалось. То же самое они с нами, чеченцами, сделали. Они уничтожали всю нашу историю, культуру. Всегда пробовали. А мы все равно держались за нее и не отпускали. Потому что это наш маяк. Если у тебя есть история, если у тебя есть реальные корни, то ты, даже пережив трагедии, потрясения, геноцида, ты все равно останешься тем, кто ты есть. Именно поэтому среди вот этого нового образования национальности, вот этой новых русских, русские они от азиатов внешне до европейцев, причем блондины, голубоглазые. Да? Вот такой разброс у русских. Это все разные народы, которые объединились, только объединены языком и отсутствием истории, своей истории. И была надежда на украинцев. Вот на этих украинцев, которые свою историю жадничают, не отдают им. И вот таким вот образом русские, не имея культуры, из них как пластилин. Я называю вот этот советский, российский народ, русский народ в большей части, называю пластилином. Из него лепить можно что угодно. И из него можно сегодня сделать там коммуниста, такого отъявленного, верующего в этот коммунизм, там, до безобразия. Потом можно сделать какого-нибудь другого человека, потом можно сделать его там демократом, можно потом еще кем-то делать. Потому что можно лепить, нет истории, ему не на что опереться. Есть у украинцев, а украинцы, они жадничают, не хотят делиться, потому что украинцев тоже вот так подвергали вот этой ассимиляции, вот этого уничтожения вот, своего личного. А украинцы держались за это, потому что у них есть эта история. Она настоящая, самая главная, самая ценная история. Хорошая она, плохая. У всех народов бывают хорошие эпизоды в истории, плохие эпизоды. Но она должна быть настоящая. Если она не честная, не настоящая, то вы дезориентируете будущее поколение. Потому что они не знают, где правда, где ложь. И вот русским, вот этим вот новой образовавшейся вот этой империи, нужна была история, она ей пользовалась, она ею злоупотребляла, украинская история, вот эта Россия. И сейчас они уже, ну как бы, и в Украине есть вот эти манкурты, которые полностью уже душой и телом отказались от украинства и готовы стать кем угодно.
Главное, чтобы им вот сейчас вот в этом их проживании на этой земле про будущие поколения никого там не волнует. Главное, что вот ты сейчас живешь, плевать, историю продай, родину продай, мать продай. Главное, чтобы вот тебе сейчас было сытно, жирно, хорошо. И Россия начала эту войну, во-первых, это первая, на мой взгляд, война, которая началась из-за истории народа. И в принципе КГБ устраивало, что у них нет истории, нету никакой подноготной. Но для того, чтобы передать миллиарды, которые 3 поколения наши отцы, деды работали для того, чтобы создать этот великий Советский Союз, КГБшники, которые раскулачивали нас, наших отцов, дедов, КГБшники, которые расстреливали сословия славян, этих дворян, которые фактически были связующим звеном с историей вот этой территории, населения, вот этого проживающего на этой территории. Они посчитали, что можно обойтись без этой истории, но обходились все это время. Но сейчас им нужно было сделать так, чтобы вот эти миллиарды, которые они наворовали, то есть стать новыми дворянами им нужно было. А для этого нужна была славная история Украины. И в Украине до сих пор, вот я закинул видео, где в 91 году Шамиль Басаев с бойцами, они взяли штурмом здание КГБ ЧССР. Вот до сих пор в Украине здание СБУ не взяли. И это большая проблема. Либо эти СБУшники должны перестать работать на Россию, на КГБ свое, а служить Украине. Либо они должны быть люстрированы, как все. И в России КГБ должно, ФСБ должно быть люстрировано, рассекречивание всех архивов и так далее, и так далее. Поэтому вот проблема у России, и это козырь у Украины. Потому что сейчас вы видите, как там казаки пишут письмо султану, старая есть эта картина. Сейчас новая уже там пишут Путину, там типа тоже уже современном таком, на современный лад это делается. И вот такая вот история складывается. Да? Ладно, давайте поговорим о чем-нибудь другом. Да, не то слово. Горит, горит. Враг номер 1. Горит. Слава Ичкерии. Украина 20 вот так. Россия пойдет, когда взойдет солнце Украины, Джохар Дуда. Совершенно. Солнце свободы, да, со стороны Украины. Абсолютно так. Как вы думаете, чеченцев легко обмануть? Я, знаешь, да, я думаю, легко чеченцев обмануть. Легко. Чеченцы очень доверчивые, очень наивные, можно сказать, люди. Но не дай бог он заподозрит, что его обманывают. Больше он не поверит никогда. А так, да, к большому сожалению, вот, я один из этих пряхих представителей. Меня тоже обманывали. Ну, я не знал, я честно, мне 40 лет уже, сколько было? Под 40 лет мне было, когда я вот сюда приехал, в Европу, и я не сказал бы, что я был очень наивный парень и так далее, но политика это такая грязь. Здесь не просто 2-3 лица, здесь 10 лиц у людей. 10-20 лиц у людей. Здесь такое лицемерие, что я, если бы, по большому счету, мне хотелось на все плюнуть. Если бы моя ситуация, наша ситуация не была бы такой печальной и такой критической, в которой находились мы 10 лет назад, 5 лет назад, я бы давно на это плюнул бы и оставил бы. Просто от безысходности я занимаюсь этим, а так я сам был обманут. Абсолютно лицемерно, подло. Но они пожалели, что они меня обманули, что они со мной связались, они пожалели.
И они еще 1000 раз об этом пожалеют, что они наш народ обманывали, предавали и бросали его в огонь. Это люди, которые нанесли колоссальный вред нашему государству и нашему народу. Я очень надеюсь, навеки вечные чеченцы запомнят эти имена и фамилии, и навеки вечные проклянут этих людей, наравне с Кадыровым, с Путиным и со всеми другими. Так, давайте дальше. И тебе, Олд Бенни, и тебе, Мира. Согласен, архив КГБ, их смерть. Да? Спасите русских от самих себя. Я очень подозреваю, я не хочу сейчас произносить эту фамилию, спасите русских, я вот вам говорю. Я очень подозреваю, что этот человек абсолютно нечист. Очень подозреваю. Но у меня нет пока доказательств, но у меня есть косвенные признаки, которые я и так много говорю, и таким образом фактически выдаю все свои секреты, как приходить к тому или иному умозаключению. Но я вот считаю, да, есть все основания так думать. Да. Да, и Украина сохранит свою независимость, вступление в НАТО, и мы выкинем эту проклятую Российскую империю из нашего дома. Да, Мула Ливан, дай Бог, это очень нужно, это очень-очень нам нужно. Я вчера смотрел одного этого блогера, и он там рассказывал, что, не помню, какая американская газета, по-моему, была или английская, о которой он говорил, что Грузии предлагают открыть второй фронт против России. Ну, не знаю. Что там будет, что там намечается, но посмотрим. Откуда вы черпаете информацию? Что ты имеешь в виду? У меня стрим идет вот в YouTube и в Telegram. Ой, Telegram опять говорю. В TikTok. Я не знаю, о чем ты говоришь, что я черпаю, какую информацию. Завербован? Я думаю, да, конечно же. Там ведь это же такая система, когда ты становишься добровольным слугой этого учреждения, то там выхода уже нет. Ты должен быть навеки с ней связан. Навеки. И они гордятся этим, что они служат этой гимне, все такое. Я не думаю, что Зеленский... Нет, Зеленский нет. Может, какие-то раньше коммуникации были, не может быть, скорее всего, какие-то коммуникации были, но Зеленский сейчас на стороне Украины. В этом я нисколько не... В этом я не сомневаюсь. В этом я убежден.
Он изображает наркомана. Я не знаю, зачем вы меня это спрашиваете, не знаю. Он разве наркоман? Я не знаю. Начну со слов «Будь проклята русня и те, кто за ними замужем». Что зачем, Спаситель русский от самих себя? Так, друзья. Путин и Зеленский, работают сообща, уменьшают славян. Говорит. Да, это такая хорошая, распространенная такая у вас тема, когда не поперло, да, как с Крымом не получилось, с Луганском, Донецком, на Донбассе там никак там не получилось. Не получилось сделать котел, да, как в Дебальцево, потому что уже не верят. И теперь сказать, да, Зеленский с Путиным заодно. Давайте, братья-славяне, объединимся против Зеленского и Путина. А почему же вам, братьям-славянам, так называемым, не объединиться против Путина просто? Оставьте Зеленского. Давайте вы все свой гнев праведный направите против ФСБ, ГРУ и Кремля. Давайте так сделаем. А при чем здесь Зеленский? При чем здесь? Это вообще другое государство. Их оставьте. Ни один украинский военный сапог не переступил, ну, пока вы не стали их массово убивать, не переступил вашей территории. Это вы заехали на танках, это вы их бомбите, это вы их убиваете, понимаете? Причем украинцы, ну и русские украинцы, которые там живут, до конца верили, что вы братья, что вы нормальные люди, понимаете? Только самые сейчас отбитые КГБшники остались на стороне фашистской России. Все уже поняли, кто вы такие. Поэтому Зеленского на уровень Путина ставить не нужно. При всех минусах, при всех там и так далее. У меня есть претензии к Зеленскому по чеченской теме, по чеченскому вопросу. Но я вас уверяю, его ногтя отрезанного Зеленского, выброшенного, вот этого целого ногтя, весь ваш Путин не стоит. Его ногтя отреза, выкинутого. Так почему Зеленский вышел, спасибо, Спаситель, так почему Зеленский вышел из Минских соглашений? Не знаю, почему вышел он, причем здесь это. СВО уже в России, да, но СВО перешло плавно в Россию. Салам алейкум, ва алейкум салам. Ассаламу алейкум, ва баракату, браза. Ва алейкум салам. Если он продлил Минские соглашения, ничего бы не было. Ну как не было ничего? Минские соглашения когда были заключены? Когда были заключены? После аннексии Крыма, части Донбасса. О чем вы говорите? Ничего бы не было. Было, уже убиты тысячи людей было. О чем вы говорите? Уже Дебальцевы, всякие Мальцевы были, которые вы там давали слово русского офицера. Я надеюсь, украинцы запомнят навсегда теперь слово вашего ГБшного офицера. Бесстыжие вы, я вам скажу. Бесстыжие просто. Так, Асан, о Чамчире
Это Абхазия, оккупированная территория. Русские активизировались, там заходят российские военные корабли уже, то есть становится базой против Украины. Ну, Ливан, для этого это и делалось, отжималась территория от Грузии и так далее, и так далее. Хотя нам всем преподносили, что это там борющиеся против КГБшника Шеварднадзе за свою свободу, абхазский народ и так далее, и так далее. За все это время мы так и не увидели от абхазов ни митингов, ни протестов против России. Да, очень странно получается. Очень странно. И, ну, нужно, и Абхазии нужно воссоединяться с Грузией, и Южную Осетию нужно, и вообще территориальную целостность Грузии уже давно пора восстанавливать. И, по всей видимости, у вас сейчас там, они заводят не против, я так полагаю, вот с учетом того, что я сейчас говорил, то, что они планируют, что американская газета говорила о том, что как бы оказывают давление на Грузию якобы, если я правильно сейчас все помню, чтобы она открыла второй фронт против России, там, 3-10. Ну, я думаю, что это вот из-за этого вот эти корабли, вот это движение и начинается. Значит, будет сейчас, значит, сейчас там будет кровопролитие. Зеленский вышел из Минского соглашения после подлого нападения на его страну. Вот ответ. Вот вам и ответ. Кстати говоря, я обратил внимание, у нас упали просмотры. Раньше 200-300 тысяч было просмотров, а сейчас еле до 200, до 150 тысяч только набираем. Сегодня как раз говорили о том, что на настоящем времени говорили о том, что Россия либо умышленно, либо из-за того, что уже оборудование устаревает, YouTube замедлил свою скорость, а это сказывается и на просмотрах, и на рекомендациях, чтобы показывать в рекомендациях видосики. Поэтому, я так полагаю, скоро может быть закрыт полностью YouTube на территории фашистской России. У нас есть телеграм-канал, он одноименный, Аслан Арцуев называется. Телеграм, говорю, опять. ТикТок канал в YouTube, вот где сейчас идет вещание. Всем, кто вот здесь нас сейчас смотрит, имейте в виду, записывайтесь, подписывайтесь на мой телеграм. ТикТок канал, я не знаю, почему у меня выскакивает слово телеграм. Поэтому вот такие вот. И, наверное, может быть, и в Телеграме у меня есть, конечно, свой аккаунт. Я не пользуюсь, потому что труснявый, чтобы не подставлять тех, кто есть. Но если нужно будет канал коммуникации, то, может быть, я воспользуюсь и Телеграмом. А пока аккаунт ТикТок есть, подписывайтесь. Там тоже много очень полезной информации. Конечно, не так много, как в YouTube, но тоже очень нормально. Так, давайте так, по порядку. Санкции за невыполнение Минских соглашений наложили на Россию, говорит Гаджубей. Я просто деталей не знаю. Спасибо, парни, что подсказываете, потому что я не вникал в некоторые детали, поэтому могу не знать, кто там за что выходил. Я вам могу рассказать про чеченскую тему, а про украинскую вы мне рассказываете тогда. Будем вот так друг друга дополнять. Асан, я помню, когда ты говорил остерегаться подставных девчат от КРА сотрудников. Так вот, все это сейчас набрало самый пик. Очень молодых пацанов подставляют и отправляют на СВО. Надо напоминать об этом.
напомнить об этом. Да, Мухаммад? Ну, смотрите, любые провокации, которые они совершают, Русня, они бывают, всегда имеют симптомы, всегда имеют сигналы. Обычно это массово происходит, обычно одновременно вбросы идут про вот эту узор, чеченский узор, как нацистская символика, которую они сейчас нам пытаются из нас делать нацистов, националистов и так далее, и так далее. С одной стороны там радикалы-исламисты, с другой стороны нацисты. Короче, нормальных чеченцев, они хотят сказать, нет. И по поводу вот тех дамочек, которые сейчас подставляют, это такой излюбленный прием. Обычно ты, например, здесь можешь не обязательно в Чечне находиться, ты можешь здесь, например, какой-нибудь вот этой подставной вот этой даме с низкой социальной ответственностью напишешь, нахамишь, нагрубишь, там, какую-то там, что-то там скажешь. Все, она говорит, как ты посмел, ты меня оскорбил, там, 3-10, поднимается хай, потом идут дома в Чечню к его родственникам, поднимают хай, ментов вызвать, там, приходит мент, и потом говорят, давайте кто-то из вас сейчас должен на СВО, потому что вы опозорили честь девушки, там, 3-10, а на этой девушке уже печати ставить негде. Поэтому еще раз, ну надо это и вам тоже везде писать и говорить, друзья. Я это тоже напомню. Хорошо, что ты сказал мне эту информацию. Молодых пацанов, они вообще легко на это ведутся. Когда девчонка что-то пишет, не только молодые, на это все попадаются. И когда там какая-нибудь девчонка тебе напишет, ты думаешь, о, там на меня обратила внимание какая-то там симпатичная девочка, надо ей ответить. И начинаешь с ней переписываться, и пишешь какие-то гадости, пошлости, там, 3-10. И в итоге это все работает потом против тебя. Поэтому еще раз напоминаю, идет война. Война идет, чтобы, как бы они ни говорили. Обратите внимание, 2 года, вот как 2 года, как началась, или чуть даже побольше, до начала вот этой широкомасштабной агрессии фашистской России против Украины, не было никого вот на этом информационном поле, там единицы были, никого не скажем, единицы были. Половина из них вот там разные там засланные были. Теперь просто заполонили, вы обратили внимание? Заполонили тиктоки, ютубы, там везде там ни о чем сидят, чушь несут, чушь. Или несут там вещи про религию, про ислам они говорят. Заходишь, ничего у них нет про геноцид чеченцев, про оккупацию страны. И ты сразу понимаешь, что это все просто либо человек недалекого ума, либо человек работает по заданию. Потому что если он переживает за свой народ, если он переживает за свою умму, то он должен в первую очередь сказать про геноцид чеченцев. Это должно быть употребляться, это должно быть у него в этих видео можно обнаружить. Этого нет. Поэтому очень много появилось этих сплетен. Вот сидят тут, болтают разные. Вот я вам говорю, например, там разные. Вот этот работает на русню. Вот это, а на меня набрасываются те, кто работает на русню. Понимаете? Потому что я прямо их называю. Прямо их имена называю. Прямо я их рассекречиваю. И они за это меня лютой ненавистью ненавидят. Вот и единственная причина. Я каждый раз извиняюсь перед чеченцами, кто не работает на Россию, даже если я неумышленно задел кого-то. При всем при этом эти меня ненавидят и прощать меня не собираются, потому что они работают на русню. А у меня к ним такой же привет, такой же ответ. И поэтому вот эти появились, не верьте. Дигарду, матьеш, кагинаш, матьеш и провокации, юшун. Провокация, это 100% вас просто выявляют, цепляют вас, дома вашим родственникам проблемы создают, вербуют, вас здесь вербуют. Не просто на СВО дома отправляют. Например, какой-то молодой чеченец напишет какую-нибудь вещь, да, там 20-летний, там 18-летний пацан, какой-нибудь девчонкой или женщиной, которая там у вас
окучивает там, ему там разные глазки строит там и так далее, и так далее. Он начинает с ней разговаривать, она его провоцирует, а потом начинает говорить: а, ты мерзавец, там, я тут такая честь, мое имя, там, 3-10. И потом ему говорят, а он испугался. Он испугался, что папа узнает, что дядя узнает, там, что он писал такие вещи, там, общался на такие темы. А это все уже отскриншотено, сохранено, и там уже начинает использовать этого молодого человека. Понимаете? Вот как это все работает. Называется медовые ловушки, это называется. И потом в этом случае они вам говорят: ну иди последи вон за тем. Там есть там, например, какой-нибудь блогер или какой-нибудь политический деятель. Иди последи за ним. Ему не обязательно объяснять, зачем он следит. Там есть один мудак, который там никакой политики, ничего тут даже не обсуждается. Говорится, что вот ты посягнул честь, да? А там есть еще один, который посягнул. Ты просто последи просто. И таким образом они вербуют людей, понимаете? А потом киллер приедет и исполнит преступление. И этот останется как уже соучастник убийства. Или же ему подкинут это, он даже убивать не будет. Киллер приедет сделать, а отследить же нужно до того, как его убить человека, например. Поэтому вот эти вещи используются. Понимаете? Но есть и мужчины тоже так тут. Абсолютно так, абсолютно. Это тоже очень важно. Извините, я буквально пару минут на чеченском скажу. Например, Исан Ажзут Хуль, я Кихуль, мягкарша, Хаздич, Ило, любойнак Ило, мягкари, Ат Ило, особенно Исан Ашала, Бейрдулш Ашала. Я Бейра дочь, ша иш развижируяла, кидала. И она думает, дела, ша уже каннер, цанин уищать, и холи зударши кюаш чадек. Так туй цаул, чачо благородный, чачо уна, шалла зудигареро, духар зудигареро, яр хирдар, варш хирдар, рди идер боша. Ишт зудари иербо, так цуна, я Европе, ю цанин умахуар дат, цара дат, уже дат, оли. Таслаба, стхуль ца яздо видео, я хай цурт дайчи дат, цакихуль, все, халятю отметига. Цулт я хонелз, и причем они не говорят: все, мы тебя сейчас, они потихоньку оказывают давление, чтобы рыбка не спрыгнула с крючка, чтобы слишком перегнуть, и она самоубийством покончит, или хицахирду, вышхирду, я негалирю, я йодарю, цундела. Потихонечку, цутиялю, зударшан деш дони, не просто бешнаган деш, зударшан деш. От сумна вай лардал дес бюч, туам буэнахе. Вайн шун цахиетахар, туам муас хузлилеш, дега эран хиетаху адала, бокала вайн духал беш, туам бу, вай халлак деш ду. Ракка цани, онкология цани, там ты дагар, сигата чухахкар. Массу эу вай бягдар, вай сидайар. قزع وي تلريش دو آلر زابدن حلا زندر بوز إغاسقي بوي موستقي قيدي шо? Да, на чеченском надо отдельно, наверное, записать видео, нохчума такит побизер нах, да, айца может видео, да моя сразу хигейнется дохш и видео я зирю коста, да ильши дуар. На этом мой стрим заканчивается, друзья, спасибо, что смотрите, поддерживаете, слава Украине, все будет Ичкерия. О Аллах, благослови Америку. Ади кёль маш оль, масера бюсте оль. Всего хорошего, до свидания, друзья.